Добрый день, уважаемые соотечественники. На 8 апреля в республике зарегистрировано 42 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в городе Бишкек 10 случаев, из них 9 завозных и 1 медработник. В Чуйской области 2, в Нарынской области 5, из них 2 завозных, 3 местных. В Джалабадской области 1, это контактная. В Ошской области 24, завозных 8, местных 16, в том числе у 12 медицинских работников. Из числа заболевших завозных случаев 19, прибывших из Умры, Москвы и Пакистана. Контакт подтвержденным случаем это 8 случаев. Это те, которые находились в обсервации в гостиницах Хаккеме, Горден и Достук. Кроме того, еще 2 приехали из Давата. Это, Нарынская область от Башинского района. Они были на юге. Медицинских работников всего, инфицировано 13. В том числе, я уже говорил, 1 город Бишкек с ГСН. В Волжской городской инфекционной больнице 8. Из них 4 врачей, 4 медсестры. Азия Кардио 2. медсестра, и Волжской межобластной больнице 1 младший персонал. В целом в республике зарегистрированных, подтвержденных случаев уже 170, выписано 25, число умерших 4, находящихся во время сегодня стационарно получающих лечение, это 241. Сегодняшний день у нас в обсервации находится 1097, из них в домашнем карантине 439. Все контактные сегодняшний день они в обсервациях находятся под наблюдением. Мы списки передали правоохранительным органам и группам семейных врачей, которые осуществляют ежедневный контроль за состоянием здоровья. Будем следить их перемещения, и соблюдения требования и правила нахождения в домашних обсервациях, вернее, карантине и обсервациях. Уважаемые коллеги, у нас в средствах массовой информации появляются различные недостоверные информации. В частности, я сказал бы, что вчера один наш гражданин беспокоится, что мы, якобы я, новый министр, отменяю договор между предприятием, которое шьет индивидуальные средства защиты, решение, договор предыдущего министра. Такого нет, не соответствует действительности. Договор заключен Министерством здравоохранения. Поэтому преемственность должно быть, она продолжаться будет. То, что условия договора мы обязаны выполнять. Поэтому нет основания для беспокойства. Прошу вас такие недостоверные информации не опубликовать. Если опубликовать будет привлекаться в соответствии с законом к ответственности. Я просил бы еще, уважаемые коллеги, граждане, еще потерпеть, находиться дома максимально, чтобы вы соблюдали все правила, которые мы вам рекомендуем. Потом еще один вопрос. У нас почтальон обращается к нам с помощью безопасности перевозки почты. Мы сейчас, если Кыргызпоштасы будем договариваться, будем проводить инструктаж и соответствующую инструкцию мы каждому почтальону передадим в руки, чтобы они соблюдали меры предосторожности и соблюдали правила безопасности. Кроме того, многие обращаются, что у нас, чтобы провести большое количество ПЦР-тест-исследования. Давайте мы сегодня закончим с находящимися больными и находящимися с ними контактными. Мы сегодня всех не можем охватить. Сегодня мы прибегаем скрининг, тест, экспресс-тест-системы. При появлении положительных случаев их только будем проводить ПЦР-анализов. Вчера я должен обрадовать большой груз гуманитарной помощи. Пришла из Китайской Народной Республики. Мы сейчас, сегодня мы осуществляем церемонию передачи, там же тест-системы, средства индивидуальной защиты. Это ответ, просьба правительства Кыргызской Республики
от Китайской Народной Республики. Поэтому сегодня будет передача процедуры передачи этих грузов. И я хотел бы поблагодарить правительство, от имени правительства Кыргызстана, правительство Китайской Народной Республики за оказанную гуманитарную помощь. Спасибо за внимание. Савдин Анатольевич, еще много пишут, что многих врачей отправляют на без содержания. И можете прокомментировать, это правда или нет? Нет, мы сегодня без содержания, введением комендант часа многие больные не приходят, и врачи сами не могут проходить. Поэтому заполняемость больницы, если экстренная помощь только не нуждается, в основном больные сегодняшний день дома проводятся. Мы их без содержания не отправляем. В штатном режиме будем оплачивать зарплаты, это решение правительства. Поэтому беспокойства нет основания. Если такие будут факты, пожалуйста, обратитесь в Минздрав, мы вопрос решим. Да, бир жолу тактоочу суроо. Кечээ күнү сиз айыккандардын саны 33 дедиңиз эле, бүгүн 10 чыкты деп ошондо. Жок, биз айыккандардын саны кечээ күнү 33 деп бүгүн даярдап, бүгүн дагы 10ду чыгарып атпайбыз Жалал Абадтан. Ошону менен как раз 33 болмокто, анан кийин азыр дагы экөөнү чыгардык. Бүгүн 25 чыккандары. Ана бүгүн 10 дагы чыгат. Азыр айтып атпайм, даярдап койдук. Анализдери отрицательный. Бул Жалал Абад областтык больницадан бүгүн 10 кишини чыгарабыз. Дагы бир тактоочу суроо. Өлкө боюнча канча медицина кызматкери азыр обсервацияда жатат? Булардын эң жакын болгон обсервациядагы бүгүн тактап туруп, мисалы Жалал Абад областында жанагы шаардык жугуштар оорулар бар эмеспи? Ошолордун бардык кызматкерлери бүгүн коронавируска чалдыкканын анықтады. Ошон үчүн биз бул больницаны бүгүн жаап туруп, атайын заключительный дезинфекцияга жиберебиз дагы. Ош областтык аралык больницаны бир корпусун бошотуп, ошол жака жугуштуу оорулардын, балдардын жугуштуу ооруларына атайын койка даярдайбыз. Ал эми тиги больницаны обработканы өткөргөндөн кийин, андан кийин жасайбыз. Эми азыр бүгүнкү күндө больницадан ошол эң бир жакын үй бүлөлүк эмелерде контактта болгон кишилердин гана биз обсервацияга алдык. Ал эми кызматкерлердин баары чалдыкканга жараша. Мындан тышкары областной больницада кардиодо бар. Ошолордун баары бүгүнкү күндө аныкталып, анализ алып, домашний карантинде. Сабир Анатольевич, еще последний вопрос. Вчера в сетях тоже опять это поднималось, обсуждалось, что в стране идет нехватка лекарственных средств. Это насколько правда? Можете опровергнуть? Да, мы вчера получили такую информацию, я проверил. На сегодняшний день у нас хватает на 177 больных, лекарства достаточно. Мы сейчас сегодня, по линии Всемирного банка объявили тендер, пятница скрываем на закупки антиретровирусных препаратов. Кроме того, сейчас правительство специально выделяет, при необходимости на нашей территории имеются антивирусные препараты, мы прямым методом закупаем и можем обеспечить. Нет основания для беспокойства.